Образование – самое великое благо для человека. Словами русского писателя Чернышевского, учащихся встречает 4-я Нестеровская школа. Учебное заведение распахнуло свои двери ровно год назад, а построена школа в рамках ФЦП по развитию образования. Благодаря этому в селении удалось полностью закрыть вопрос с двухсменкой. Раньше я училась в Нестеровскую первую школу. Школа была не такая, как эта. В этой школе в целом мне все нравится. Хорошая столовая, хорошие условия. Условия действительно лучшие. Нужно лишь желание самих школьников учиться. Школа рассчитана на 540 мест. Сметная стоимость более 300 миллионов рублей. На сегодняшний день учебное заведение практически заполнено. Здесь для школьников предусмотрены удобные классы, большой актовый зал, компьютерные кабинеты. Помимо прочего, открыты различные познавательные секции. У нас еще есть шахматная, там, где хочется играть очень долго. Здесь есть такие условия, что здесь хочется учиться на отлично. Тут есть еще большой спортивный зал. Спортивный зал действительно впечатляет. Сейчас старшеклассники увлеченно играют в мини-футбол. Здесь и своя библиотека. Что же касается педагогического состава, то в коллективе трудится 44 высококвалифицированных специалиста. Для нас, конечно, было это неожиданностью работать в такой большой, уютной школе, в таких условиях. Спасибо всем. И мы, в свою очередь, будем стараться дать для наших детей все, что в наших силах. Воспитание, знания, полезные навыки и культурное наследие – все это начинается в этих стенах. Возведение таких объектов, безусловно, важное направление в развитии всего общества. За последние годы в Сунжинском районе построено 9 таких школ. В Мужичах у нас строится школа. В Мужичах у нас строится, в этом году будет сдан дом культуры. В Алкуне сдана школа. Также там строится. В Арштах строится дом культуры. У нас в районе, например, за эти последние 6-7 лет построено 9 школ. 13 многоэтажных домов, 4 детских садика. Это не перечислить. Станции скорой медицинской помощи, поликлиника, в Галашках поликлиника. 2018 год, я думаю, это будет год Сунжинского района. Это далеко не единственный объект, построенный по программе ФЦП в Нестеровском. Детский сад, рассчитанный на 220 мест, расположен здесь же, через дорогу. Это современное трехэтажное здание планируется сдать в 2018-м. Такой же объект построен и в Сунже. Правда, открытие детского сада с говорящим названием «Старт в будущее» состоялось в декабре прошлого года. В этот же день было открыто еще одно учреждение образования – первый лицей, рассчитанный на 540 мест. С недавних пор, наверное, жители района замечают, что въезд в город Сунжи изменился заметно, что справа выросло огромное большое здание. Это школа, построенная и подаренная компанией, успешной компанией, нефтяной компанией «Роснефть», подаренная жителям Сунжинского района. Это неоценимый вклад в образование Ингушетии, района, да и всей страны в целом. В новой школе обучается 442 ученика, и что самое главное, занятия только в одну смену. Помимо основных, здесь также функционируют дополнительные кружки. В прошлом году на базе лицея открылся Центр инновационного творчества «Реновация». Строительство же школы было начато весной 2015-го в рамках соглашений о сотрудничестве между нефтяной компанией «Роснефть» и Ингушетией. А через год, 1 сентября, лицей номер 1 распахнул свои двери для сотен сунжинских школьников. Великолепный подарок к Новому году для наших детей, для нашей республики. Компания «Роснефть» выполняет свои обязанности и свои обязательства и более чем за последние годы в республике. Строятся хорошие школы, хорошие детские сады, хорошие объекты. Хочу поблагодарить всех, кто строил эту замечательную школу, а также республиканские власти. Все вместе мы сделали вам большой подарок. Еще раз поздравляю всех с открытием новой школы и желаю ученикам школы номер 1 больших успехов в учебе и отличных оценок. Более того, по линии Роснефти в прошлом году на улучшение водоснабжения Сунжинскому району было выделено 300 миллионов рублей, за счет чего проложено больше 8 километров водопровода. Построены 2 артезианские скважины. Ну а на 2018 есть договоренность с руководством Роснефти на 600 миллионов рублей, что позволит полностью исключить проблемы водоснабжения в селениях Нестеровское и Троицкое. Юсуп Гелисханов, Рамазан Миржоев, Новости 24.